строчки как нельзя лучше отражают настроение всех тех, кто сегодня выходит на сцену концертного зала Татарской государственной филармонии. В этот замечательный апрельский вечер предлагаем вам окунуться в мир русского романса. Почти 3 века насчитывает история этого музыкального жанра, и по сей день в России романс – один из самых любимых и популярных жанров музыки. Романсы Варламова, Гурилева, Алябьева, классические шедевры Михаила Глинки, Доргомышского, Чайковского и Рахманинова по-прежнему восхищают и покоряют сердца миллионов людей. Для Владимира Васильева русский романс – это особый мир, особое состояние души, это радость и откровение. Ведь когда-то молодой певец вышел впервые на профессиональную сцену, именно исполняя романс. И этот жанр во многом определил всю его дальнейшую творческую судьбу. Сегодня нашу программу открывает романс Михаила Глинки на стихи Николая Кукольника «Сомнение». На сцене солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, солист Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Волнения страсти, сосни безнадежное сердце. Я плачу, я стражду, душа утомилась в разлуке. Я стражду, я плачу, не выплакать горя в слезах. Напрасно надежда мне счастье гадает. Не верю обетам коварным. Разлука уносит любовь, как сон неотступный и грозный. Мне снится соперник счастливый, и тайно, и злобно кипящая ревность пылает, и тайно, и злобно не верю.
снова моя. Минует печальное время, мы снова обнимем друг друга, и страстно, и жарко забьется воскресшее сердце, и страстно, и жарко с устами сольются уста. 19 век – золотой век русской культуры. Именно тогда появляются первые образцы классического романса, создателем которого был Михаил Иванович Глинка. Для Глинки вокальная музыка постоянной была спутницей всей его жизни, начиная с юношеских опытов и заканчивая романсами зрелого периода. Кстати, не лишне напомнить, сам Михаил Иванович был замечательным вокалистом, певцом и талантливым педагогом, владеющим техникой вокального искусства. Все романсы композитора написаны на стихи поэтов-современников Александра Пушкина, Евгения Барахтынского, Василия Жуковского. Не так часто можно услышать в концертных программах исполнение баллады «Ночной смотр». Вероятно, потому что это единственный образец в творчестве Михаила Глинки монолога декламационного речитативного стиля, требующий от исполнителя, от певца не столько вокального, а сколько драматического прочтения. Баллада «Ночной смотр» написана авторами под впечатлением военных походов Наполеона Бонапарта. Музыка Михаила Глинки, слова Василия Жуковского «Ночной смотр». Часов по ночам из гроба встает барабанщик, и ходит он взад и вперед, и бьет он проворно тревогу. И в темных гробах барабан могучую будет пехоту. Встают, молодцы егеря, встают старики-гренадеры, встают из-под русских снегов, с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. 12 часов по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба могучую конницу будет. Седые гусары встают
рысачи, кирасиры, и с севера, с юга летят, с востока и запада мчатся на легких воздушных конях. Один за другим эскадраны, 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. В 12 часов по ночам из гроба встает полководец, на нем сверх мундира сюртук. Он с маленькой шляпой и шпагой на старом коне боевом. Он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним, и едут за ним адъютанты, и армия честь отдает. Становится он перед ней, и с музыкой мимо его становятся полки за полками. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. В 12 часов по ночам он маршала всех собирает и на ухо ближнему сам он шепчет пароль свой лозунг, и армии всей отдают они тот пароль и тот лозунг. И Франция тот их пароль, тот лозунг святая Елена. В 12 часов по ночам, подъемлясь из темного гроба, так старым солдатам своим является кесарь усопший. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. Дорогие друзья, прежде чем зазвучит следующий романс Михаила Ивановича Глинки, я позволю вам напомнить, что на сцене победитель 21-го международного конкурса вокалистов имени Михаила Глинки Владимир Васильев. Председателем жюри того конкурса была легендарная оперная певица, профессор Ирина Архипова. И именно из ее рук Владимир Васильев получал не только высшую награду конкурса, но и специальный приз – приз лучшему басу. Итак, в исполнении Владимира Васильева звучит романс Глинки на стихи Николая Кукольника «Станцы». Место тайного свидания, я здесь, красавица, давно гляжу, исполнено ожидание на разноцветное окно. Вот свет потух с тобой тревожный, она идет в немой тиши, так трепетно
трепетно, так осторожно спеши, красавица, спеши, так трепетно, так осторожно спеши, красавица, спеши. Но в жаркий воздух южной ночи ты не гляди, он не придет. Твои тоскующие очи вот это тело призовет. Скорей еще друг милый дышит, еще кинжала мой не обсох. Твой нежный друг еще услышит ему и мне отрадный вздох. Твой нежный друг еще услышит ему и мне отрадный вздох. Скорей же, дева, все готово, я буду скоро, как Божий гром. Одно язвительное слово, еще удар, и я отмщен, еще удар, и я отмщен. Романс, который я хотел бы сейчас исполнить, называется «Попутная песня». Михаил Иванович Глинка. Я стажировался в Москве у Важи Николаевича Чачавы, и вот он был в свое время на конкурсе образцовый. Тогда приехал коренец и спел на конкурсе романс «Попутная песня». Так спел его искрометно, быстро. Произведение написано в темпе престо, ну а он, видимо, спел в престиссимо, в необычайно быстром темпе. Конечно, он занял почетное место, и Образцова Елена Васильевна, когда вручала ему диплом, сказала: вы знаете, вы замечательно исполнили этот романс, но в то время поезда так быстро не ездили. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, и быстрее шибче воля, пусть мчится в чистом поле. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, православно веселится наш народ. И быстрее шибче воля, пусть мчится в чистом поле. И быстрее шибче воля, пусть мчится в чистом поле. Пусть мчится в чистом поле, в чистом поле. Не тайная дума быстрее летит, и сердце мгновенья считая стучит. Коварные думы мелькают дорогой, и шепчешь невольно: о Боже, как долго! Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, и быстрее шибче воля, пусть мчится в чистом поле. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, православно веселится наш народ. И быстрее шибче воля, пусть мчится в чистом поле. И быстрее шибче воля, пусть мчится в чистом поле. Пусть мчится в чистом поле, в чистом поле. Не воздух, не зелень страдать манят, там ясные очи так ярко горят, так полны блаженства минуты свидания, так сладки надежда часы расставания. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, и быстрее шибче воля, пусть мчится в чистом поле. Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение. Православно веселится наш народ, православно веселится наш народ. И быстрее шибче воля, пусть мчится в чистом поле. И
И быстрее шепче воля, пойдем мчиться в чистом поле, пойдем мчиться в чистом поле, в чистом поле. В 1840 году был написан цикл композитора на стихи Кукольника «Прощание с Петербургом». Создание этого цикла было связано с желанием композитора уехать из Петербурга, вырваться из той тяжелой обстановки, которая окружала его в те годы. Наверное, наиболее популярными из этого цикла стали две песни, два романса. Это попутная песня и совершенно прелестный романс, миниатюра «Жаворонок». Этот романс мы привыкли слушать в вокальном исполнении, но вот сегодня мы решили представить вам его инструментальный вариант, инструментальное прочтение. Итак, Глинка «Жаворонок». На сцене молодой, талантливый виолончелист, аспирант Казанской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов, артист Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Адель Закиров.
Адель Закиров. Сегодня концерт проходит в рамках, можно сказать, традиционного музыкального проекта «Владимир Васильев на филармонической сцене». Владимир всегда с удовольствием представляет публике своих друзей, а это в основном коллеги по творчеству. Одна из них – замечательная певица, солистка камерного оркестра «Провинция» Людмила Филиппова. Она одна из талантливых воспитанниц профессора Казанской консерватории, заслуженного деятеля искусств Татарстана Светланы Назибны Жигановой. Молодую певицу судьба привела в город Набережные Челны, город, где началась ее концертно-исполнительская деятельность. Сначала это был эстрадно-джазовый оркестр «Визит», затем успешное сотрудничество с камерным оркестром «Провинция» и дирижером Игорем Лерманом. Людмила Филиппова участвует и в органных концертах, выступая с известными органистами Рубином Абдулиным, Владиславом Муртазиным, Ладой Лобзиной. На сцену приглашается солистка камерного оркестра «Провинция» Людмила Филиппова, город Набережные Челны. Вновь звучит музыка Михаила Глинки, романс «Венецианская ночь». Русская поэзия и музыка всегда шла под знаком любви. Когда-то любвеобильный Александр Сергеевич Пушкин блистательной красавице Анне Петровне Керн посвятил знаменитое стихотворение, которое благодаря гению Михаила Ивановича Глинки стало украшением русской вокальной музыки. Романс «Я помню чудное мгновение» был написан в 1840 году, в пушкинский период жизни Глинки, когда композитором была написана и опера Руслана Людмила, и большинство пушкинских романсов, в числе которых «Я помню чудное мгновение» и еще один романс, еще одно страстное признание любви, написанное в жанре испанского болеро «Я здесь, Инезилья». Поет Людмила Филиппова.
Из плеяды замечательных русских композиторов первой половины XIX века, стоявших у истоков русского городского романса, мы сегодня вспоминаем композитора Александра Гурилева. Его обаятельные, слегка сентиментальные романсы отличаются особым
народным колоритом и близостью к народным истокам. Александр Гурилев всегда интересовался русским фольклором. Он даже издал целый сборник русских народных песен. Вообще он с юношеских лет играл в крепостном оркестре под руководством своего отца Льва Гурилева, крепостного музыканта и дирижера, служившего графу Орлову, известному меценату и любителю музыки. Уже после смерти графа Орлова крепостные музыканты получили вольну, и Александр Гурилев приезжает в Москву и посвящает себя творчеству, сочинению романсов. Звучит музыка Александра Гурилева. Романс «Право маменьке скажу». Исполняет Людмила Филиппова. Что такое это значит? Как одна я с ним сижу, все тоскует, он и плачет. Право маменьке скажу, я одна ему забота, но в душе моей не живет. А глаза мои за что-то он кинжалами зовет, он кинжалами зовет. Вещь резвая, непослушна, ни на миг не посижу, право мне уж это скучно. Право маменьке скажу, под окном моим все бродит, сам собою говорит. Как одна он глаз не сводит, а при людях не глядит, а при людях не глядит. Но подчас, как с ним бываю, и сама я вся дрожу, и смущаюсь, и пылаю. Право маменьке скажу, пусть она уж нас рассудит, по душою погляжу. Что-то с ним бедняжкой будет. Нет уж лучше не скажу, нет уж лучше не скажу. Людмила Филиппова. Однозвучно гремит колокольчик. Этот романс, известный романс Александра Гурилева, вы сейчас будете слушать в скрипичной интерпретации. И на сцене преподаватель Казанской консерватории имени Назиба Жиганова, лауреат всероссийских конкурсов скрипачей имени Гнесиных в Москве, имени Сабитова в Уфе и обладательница специального приза имени Халиды Ахтямовой Всероссийского конкурса скрипачей в Казани Анна Мишарина.
Анна Мишарина. Дорогие друзья, безусловно, концертмейстер для солиста играет очень важную, очень значимую роль. И история музыкального искусства знает немало примеров долгого и успешного сотрудничества выдающихся артистов и концертмейстеров. Вообще концертмейстерское искусство требует тонкости, чуткости, художественного вкуса и настоящего мастерства. Так вот, я рада вам представить, наконец-то, концертмейстера, который сегодня весь вечер за роялем. Это замечательный пианист, дипломант международных конкурсов «Романсиада» и «Белая акация» Максим Мулин. А мы с вами продолжаем слушать романсы Александра Гурилева. Стихи Сельского «Улетела пташечка». И вновь для вас поет заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Улетела пташечка в дальние края, унеслась молодость ясная моя. Воротись, пташечка, в мой зеленый сад, а ты не воротишься, молодость, назад, а ты не воротишься, молодость, назад. Сладко, громко пташечка станет распевать, а я, добрый молодец, буду горевать. Не лети же, пташечка, в мой зеленый сад, воротись, молодость, лучше ты назад. Воротись, молодость, лучше ты назад. Дорогие друзья, всегда рядом с Владимиром Васильевым его поддерживает и вдохновляет любимый, уважаемый педагог, заслуженный артист России, народный артист Татарстана, солист Государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, профессор Казанской государственной консерватории Юрий Владимирович Борисенко. И сегодня он рядом со своим учеником находится в зале. Юрий Владимирович, зрители вас приветствуют. И вновь для вас звучит романс Александра Гурилева «Песнь ямщика». Опять не видать прежней красной доли, я душой сам не свой, сохну, как в неволе. Обивала я удал сухарскою троекой, понесусь да зальюсь песенкою бойкой. Не кнутом поведем, только рукавицей, и
по пням, по холмам мчат лошадки птицей, ни слезой, ни с тоской молодец не знался, попевал да гулял, вот и догулялся. Уж дугу не смогу перегнуть как надо, вот же врозь, ну хоть брось, какая досада. Ночью днем об одном тяжко помышляю, все по ней, по моей лапушке страдаю. Все по ней, по моей лапушке страдаю. Юрий Владимирович сегодня в зале, в очередной раз рядом со мной. Я приглашаю вас 3 мая в Набережные Челны, где состоится наш с ним концерт в сопровождении Оркестра народных инструментов Республики Татарстан под управлением Анатолия Шутикова. А сегодня я бы хотел сделать и вам подарок, а может быть самое главное себе. Сегодня я хотел бы спеть со своим еще одним педагогом. Раскрою секрет, она была сегодня уже на сцене. Это Людмила Филиппова. Мало того, что мне повезло, что это красивая женщина, обаятельный человек, всегда рядом, она замечательная певица, и в свое время она мне дала путевку в жизнь, подготовила к поступлению в Казанскую государственную консерваторию. И вот сегодня сбывается моя мечта спеть с ней вместе на этой сцене.
раз изменившим сновидениям. И не могу предаться вновь, раз изменившим сновидениям. Немой тоски моей земной, не забыть о прежнем словом, и друг заботливый в его дремоте нет тревог. Я сплю, мне сладко усыпление, забудь бывалые мечты. В душе моей одно волнение, а не любовь пробудешь ты. В душе моей одно волнение, а не любовь пробудешь ты. Людмила Филиппова, Владимир Васильев.